الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Здравствуй, Насиба. Здравствуйте, Айда. Я рада приветствовать тебя в республике. Насиба, насколько мне известно, ты в республике проживаешь уже более 7 лет. Это значит, когда ты приехала, ты была в довольно-таки молодом возрасте. И вот что тебя побудило сюда приехать, в Чеченскую республику? Что тебя сюда привело? В 2005 году у меня дядя приехал сюда, он здесь жил и до сих пор живет. В 2007 году моя мама приехала, потом она хотела нас забрать, и в 2008 году она забрала нас. И как я приехала сюда, я не хотела остаться здесь. Почему ты не хотела? Потому что я там тоже училась, я не хотела учебу бросать. И мама сказала, здесь тоже можно учиться. Потом я в 2009 году поступила здесь в Российский исламский университет имени Акунта Хаджи. И когда я начала учиться, я решила остаться здесь. А тяжело было поменять место жительства для тебя? И вот первый период адаптации, он тебе легко давался или все-таки? Вначале, да, чуть-чуть. А потом я, когда узнала, здесь тоже можно учиться, здесь тоже есть религию можно изучать, из-за этого я осталась здесь. Ты не пожалела о том, что приехала сюда, о том, что теперь здесь живешь? Нет. А какие-то кардинальные изменения в твоей жизни происходили за этот период? Нет, у меня все нормально, алхамдулилля, по воле Аллаха. Тут нас очень хорошо приняли. Со мной, которые учились, девочки тоже, они никогда не говорили, что я узбечка, как свои, они меня приняли. А учеба тебе где проще дается? Все-таки там или здесь? Мне там тоже было хорошо, но мне тут хорошо. Потому что здесь, в университете, я когда приехала, вообще я не знала русский язык даже. И чеченский язык вообще я не знала. Когда я поступила, там у нас русский язык там есть в Исламском университете. И также чеченский язык. Мне очень чеченский язык нравится. У меня было желание учить ее. Вот я научила на чеченском говорить даже и на русском тоже. Насколько хорошо ты знаешь чеченский язык? Я полностью понимаю, и я могу говорить. За эти 7 лет у тебя уже, наверное, какое-то мнение о чеченцах и об этой республике уже сложилось. Каково оно? У меня мнение всегда хорошо. У меня со мной рядом мои подруги. Я их даже не назову подругам. Они мне уже настолько стали, как мои родные сестрами. Я их очень люблю ради Аллаха. Они всегда меня поддерживают, и всегда дают советы. Они никогда даже не говорили, что я узбечка или другая национальности. Мы все мусульмане. Они так меня также приняли. Я очень на этом рада. Сегодня как складывается твоя жизнь? В данное время я занимаюсь, обучаю девочек по Корану, по таджвидам в центральном мечети. Также я работаю иман-организации. Также я делаю хиджаму, то есть кровопускание. Хотела бы уехать? Нет,
Я даже когда 3 года назад ездила в Киргизию, там, которые со мной учились, мои подруги сказали, там в Чечне вообще, как ты там живешь, там же страшно. Они даже мне такие вопросы задавали. Я сказала, там намного лучше, чем здесь, потому что там хочешь учиться, куда хочешь, они там тебя никто не трогает, там тебя никто не мешает. Там-то у нас, чем у нас в городе, я считаю, сейчас пока мне легче тут жить. Я бы не хотела уехать, мне здесь очень нравится. По крайней мере, я не думала, что отсюда уехать, остальное все время покажет. А вот когда ты решалась переехать, да, в Чеченскую Республику, вот, первостепенно для тебя был именно вопрос касательно религии, насколько ты себя сможешь здесь свободно чувствовать, будучи в исламе. Да? Вот приехав сюда и на сегодняшний день, как ты думаешь, на каком уровне здесь религия, какое внимание ей уделяется? Если здесь не было бы религии, я бы, наверное, не приехала бы сюда, когда мама сказала, когда хотела она меня забрать, сказала, что я вначале хиджаб буду снимать. Я тогда не согласилась, когда она сказала, здесь можно хиджаб одеть, можно даже изучать. Тогда я согласилась. Когда я приехала, несколько дней я была здесь, потом я познакомилась с одной девушкой, потом я тогда даже на русском я не смогла разговаривать. Как-то ей объяснила так. Я потом с ней начала общаться, потом она меня очень поддерживала, и даже она мне показывала вот эти Российский исламский университет, скоро откроется, будешь там учиться, там и русский язык будет научиться, она мне так говорила. И потом, когда я поступила туда, на самом деле меня очень радовало это русский язык и чеченский язык. И когда я уже дальше, когда училась, начала учиться, особенно не так на арабском уроке у меня интерес бывало больше русский язык, потому что я не знала это русский язык. Даже там у нас учительница очень хорошая была, она меня учила даже после уроков, она оставалась со мной и занималась со мной. И также чеченский язык. У нас там учитель был, он после уроков даже, он меня звал и со мной отдельно занимался. То есть здесь хорошая база, да, которую ты можешь взять, то есть хороший преподаватель. Да, не только в Рио, тут даже есть в медресе, там тоже учителя очень хорошие, я даже многих знаю, даже мои подруги, многие там учились в медресе, разном медресе, они тоже говорили, что там они очень хорошо изучают. Потом мне один день интересно стало, я даже ездила к ним в медресе, я посмотрела, действительно тут очень хорошо они преподают. Спасибо, что Рамзан Ахмадовичу, что за то, что дает столько возможностей тут учиться и преподавать. Спокойно можно заходить там в мечети, молиться, учиться и спокойно выходить. Тут страшного, тут такого ничего не видела. Я до сих пор 7 лет. На самом деле у меня все хорошо, альхамдулилля, до сих пор все было. Надеюсь, что дальше так же будет. За эти 7 лет у тебя не возникали какие-нибудь неприятные моменты касательно вот национального вопроса? Если честно сказать, нет. И до сих пор не было. Нет такого. То есть здесь все лояльно относятся, да, к тому, что ты другой национальности? Да, очень хорошо относятся. Хоть любая подружка, которая меня зовет к себе домой, когда я к ним езжу, их родители, некоторых отец, некоторых матери очень хорошо, они меня встречают, они даже просят я, чтобы у них жила. На этот 7 лет у меня такие случаи очень много бывало часто, и до сих пор, сейчас, которые я работаю в иман-организации, там тоже девочки приглашают к себе домой, я к ним езжу. Иногда ночевками я остаюсь там. Иногда, когда я к ним не езжу, их родители, матери сами звонят, говорят, почему ты не приезжаешь к нам, приезжай часто, не пропадай. Они мне вот так говорят. Я очень благодарна за то, что я очень рада на этом, чтобы они так нас приняли. И они нас очень любят, честно сказать, и я их люблю. Но из-за этого я не хочу уехать, я так думаю. По крайней мере,
так у меня. Дальше я не знаю, дальше все время покажет. А вот как бы ты хотела, чтобы в дальнейшем сложилась твоя жизнь? Я хотела, честно сказать, я хотела, как сейчас я работаю, организация, я хочу, чтобы эти девочки остались таким же, как они сейчас относятся ко мне, очень хорошо, и у нас также, чтобы они дальше остались таким же, хотя мы там работаем, или если мы не будем даже вместе работать, я хочу, чтобы они всегда со мной относились так же, как сейчас со мной они относятся. То есть ты планируешь остаться в республике, и это твое желание? Угу. Это мое желание, да. Очень. Мое желание, что остаться здесь. У меня дочка растет, я хочу, чтобы она тоже в религию, у меня, чтобы она была в религиозном, чтобы она училась в Коран. Я не знаю, если я уеду отсюда куда-то, может, там у нее не получится изучать по Корану, или мы же не знаем, что там будет. Поэтому я, можно сказать, я уверена, что моя дочка будет расти здесь по исламу. Вот я этого хочу, из-за этого не хочу я отсюда уехать. Я последнее хотела, что, который со мной работает девочкам, я желаю им довольства от Аллаха, чтобы больше им знания и укреплять иман. Ну что ж, Насиба, спасибо за потраченное на нас время и за приятную беседу. Спасибо.